Бывший шеф-редактор украинского сайта «Ревизор», политолог Александр Челенко вынужден был покинуть Киев. Его пророссийские взгляды не устраивали нынешнее руководство страны. Сейчас журналист находится в Москве, работает корреспондентом международного информагентства «Россия сегодня». Александр Челенко дал эксклюзивное интервью медиапорталу «Осетия ТВ». Я как человек, который голосовал за государственную независимость Донецкой Народной Республики, я благодарен осетинскому народу за то, что вы стали первыми, кто признал нашу независимость. Это здорово. И мы надеемся, что только на признании вы не остановитесь, что мы почувствуем и вашу помощь нам. Мы в 2008 году, когда Грузия напала на Южную Осетию, мы были вместе с вами, поддерживали, отправляли даже помощь, гуманитарные грузы в Южную Осетию. И мы вообще надеемся на некие ответные действия. И также еще надеемся на осетинских добровольцев. Почему? Потому что осетины народ мужественный, воинственный, народ, у которого есть военный опыт. Я думаю, что молодые мужчины могли бы поделиться этим военным опытом с ополчением Донбасса. В отличие от непризнанных или малопризнанных государств, например, Приднестровья, Абхазии, Карабаха, Южной Осетии, а Донецкая и Луганская республика, которую сейчас составляют Союз народных республик Новороссия, это где-то 7 миллионов человек. А если будут освобождены от оккупации Украиной другие 6 областей Юго-Востока, так называемого Юго-Востока Украины, это Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесская области, и там будут провозглашены народные республики, которые тоже войдут в состав Новороссии, это будет почти 20-миллионное государство. Это государство, 20 миллионов, это не знаю, как в Испании, это государство, которое будет больше, чем, Чехия и Словакия вместе взяты. Это больше, чем практически любая восточноевропейская страна, кроме разве что Польши, И представить себе, что такое государство будет существовать промышленно развито, какие-то долгие годы, как непризнанное государство, я думаю, что это невозможно, что по всей вероятности постепенно, я думаю, что Европа под воздействием таким интеллектуальным воздействием России, которая будет доказывать, аргументировать свою позицию о том, что Новороссия это не Украина, что Европа все-таки, общественное мнение политиков европейских, склонится к тому, что необходимо эту большую 20-миллионную страну признавать. Я вообще считаю, что по всей вероятности Новороссия как независимое государство будет существовать немного. Почему? Потому что в конце концов Новороссия войдет в состав Российской Федерации, как туда вошел Крым. Смотрите, понимаете, Новороссия это неотъемлемые исторические русские земли. Они вошли в состав российского государства еще во второй половине 18 века. Для России есть больше исторических оснований претендовать на эти земли, чем у Украины. Поэтому и само население этих земель, русское, по культуре, по своей исторической памяти, по своим вообще ориентирам, языку. И естественно, то есть там живут люди в Одессе, в Херсоне, в Донецке, в Луганске, в Харькове, те же самые, что живут и в Москве, в Петербурге, в Новосибирске, во Владивостоке. В конце концов, если Северная Осетия и это Россия, то почему, например, Новороссия не может быть Россией? То есть мы воссоединимся в скором времени, как ФРГ и ГДР. Есть, конечно же, один из таких вариантов, что Луганск и Донецк будут находиться в одном государстве вместе с Киевом и Львовом, но это невозможно возвращение, во-первых, на прежних, условиях,
при прежнем там политическо-территориальном раскладе, да. А возможно, значит, на этих землях, на так называемом юго-востоке Украины, будет создано новое государство, Новороссия. Столица может быть в Харькове, в Донецке или в каком-то любом другом городе, да. Вот. У этого государства будет там свое правительство, вот, своя полиция, свои силы обороны, да. И это государство может войти в какие-то конфедеративные или федеративные связи по боснийскому типу. Украина это будет не страна вот унитарная, какая она была там раньше со столицей в Киеве, да, а это может быть вот такая вот конфедерация. Вот там есть центральная Украина, западная Украина, есть Новороссия, да. Вот жизнь в Новороссии, она как бы практически будет самостоятельной. Вот, ну только какие-то общие там, я не знаю, ну там функции типа там внешняя политика, и тут там она должна быть нейтральная, там, да, там внешнеэкономическая деятельность, ну какая-то может быть элементы оборонной политики могут быть отданы центральному правительству. Вот только вот при таких условиях Донецк и Луганск могут находиться там в составе Украины. Украинская армия, вот ее солдаты и офицеры, они избегают прямого боестолкновения, контакта с ополчением. Почему? Потому что боятся. Вот что такое сейчас украинская армия? Украинская армия это вот в основном вот люди, которые, ну в общем-то, по большому счету, не хотят воевать. Их там всеми правдами и неправдами мобилизовали в армию, оторвали от их семей, бросили на фронт. И вот они, оказавшись там, вот начинают прозревать, что все не так, как им показывает украинское телевидение. Вот нужно понять, что украинское телевидение, на украинском телевидении исчезла журналистика. То есть там не показывают две точки зрения, да. Вот. Украинские журналисты там не работают на стороне ополчения, они в основном превратились в пропагандистов. Вот. Которые рассказывают постоянно о том, что там вот в Донбассе воюют не ополчение, не местные жители, а какие-то там террористы, которые там приехали там, с российскими паспортами и прочее. Да, там есть добровольцы, которые действительно там с российскими паспортами. Тоже Стрелков, Баба или Моторола, да, командиры, да, у которых есть опыт и Чечни, и Югославии, вот, и других горячих точек. Но в основном же там сражается вот местное население, вот, местные ополченцы. Вот. И вот когда украинские военные оказываются в зоне конфликта, они чувствуют враждебное отношение населения к украинской армии, да, они чувствуют, что их здесь воспринимают как оккупантов. И для них это шок. И тогда, естественно, они должны задать себе вопрос, а какого черта мы здесь стоим, вот за что мы сражаемся, вот против кого? И они прекрасно понимают, что они сражаются против граждан, ну там уже бывшие своей страны, ну граждан, которые вот живут, населяют эту территорию, да, вот, и никаких там террористов нет. И когда они это понимают, то исчезают какие-то вот, ну, какие-то остатки там побудительных мотивов для того, чтобы они здесь находились. Поэтому они делают все для того, чтобы, ну, поменьше вот как бы участвовать непосредственно в боестолкновении. То есть ему не хочется получить пулю ни за что. Что касается, значит, журналистов, которые были бы моих вот пророссийских взглядов, да, то их, в принципе, было немного, и они не изменили своим убеждениям. Нужно сказать, что не изменили. Многие из них выехали в Россию. Некоторые ушли в такое полуподполье. То есть они вроде как вот в Киеве, да, но некоторые из них там могут не жить дома, например, да, потому что там поступали угрозы вот, расправиться с ними за их убеждения. Вот, поэтому они в таком полуподпольном состоянии. Вот, но они все равно там продолжают там, писать, вот, приезжают в Москву, выступают в передачах. Некоторые вот просто затаились. То есть они, как бы, ну, я их понимаю, у них семьи, вот, у них там собственность, поэтому, знаете, все это бросать или подставлять под удар семью, ну, человеку не хочется, я его прекрасно понимаю. Поэтому они, как бы, вот, что ли, снизили градус критики вот режима или, ну, не столь ярко проявляют свою пророссийскость. Я верю в то, что вот Киев будет освобожден, это вне всякого сомнения. Вот красивый русский город Киев.
Вот, и обязательно мы вернемся. Там у нас дом, вот, друзья, близкие, родные. Мы возвратимся.